праздником вас, и пусть ваши года все дольше и дольше и дольше продолжаются. Праздничный утренний эфир Национального радио, как и полагается, начинается с поздравлений. В прямом эфире на связи коллеги из Кабардино-Балкарии. Радиоведущая Мадина Горданова обращается к работникам Национального, ну и, конечно же, к слушателям волны 88,8 FM. Мне хотелось бы вам, коллегам, пожелать ярких, красивых, интересных проектов, хороших эфиров, ну и, безусловно, преданных слушателей. А тем временем в студии уже первый гость – председатель Конституционного суда Аюб Гагиев. Он, кстати, на Национальном частый гость. Каждый вторник с 10 до 11 утра председатель принимает участие в программе «Правознание». В прямом эфире чиновник отвечает на все интересующие вопросы радиослушателей. Звонки не прекращаются и после эфира. И это не может не радовать, рассказывает Аюб Гагиев. Поэтому сегодня ему вдвойне приятно поздравить Национальное радио с праздником. С моей точки зрения, радио было и остается самым оперативным и свежим источником информации для населения и наиболее доступным. Следующий гость – народный артист Республики Ингушетия Осман Имагожев. День радио певец по праву считает своим профессиональным праздником. Ведь более 30 лет он проработал солистом на чечено-ингушском радио. Ну а сейчас он активный слушатель Национального. Как и для многих автолюбителей, для него волна 88 и 8 FM в дороге стала традицией. Всей души поздравляю вашу компанию. Почему? Потому что мне нравится ваша студия, как вы оформляете так профессионально. И коллектив ваш очень молодой. И я уверен, что все будущее еще впереди. Заглянул в гости Национального радио и народный мэр Алихан Тумгоев. Помимо поздравлений, руководитель администрации Назрани рассказал о развитии города, в том числе о проекте «Комфортная городская среда», который успешно реализуется в нашей республике. Наши жители изъявили желание в этом голосовании благоустроить территорию в районе Абегу. Это у нас между дворцом спорта и 6-й школой, которая располагается в Абегу. В этой территории наши жители проголосовали, чтобы мы эту территорию благоустроили. И территорию вдоль Охотчевского канала, это центральный округ города Назрань, идущая дорога на 4-ю школу. Жители региона, в свою очередь, смогли задать все интересующие вопросы Алихану Тумгоеву в прямом эфире. К слову, на Национальном радио народный мэр частый гость. И ни одно из обращений, прозвучавших в эфире, не осталось без внимания. До 13-го этажа на этих холмах, пожилые люди там живут. Мамат, диария сала, та етлем отура, абяка жло, суа диария салон. Мамат из лифт, то есть вещи, актубы, далее лифт вещи, то есть где. Поздравляют самое молодое в Ингушетии радио и его слушатели совершенно разные гости. Это чиновники, артисты и просто любители радио. Ну и, конечно же, вдвойне приятна похвала от своего руководителя. Директор национальной телерадиокомпании Куреш Агасиев поздравил радищиков с праздником и ответил на вопросы ведущих эфира. В том числе рассказал и о своих любимых с детства радиопрограммах. Была такая передача «Пионерская зорька». Это было давно, в советские времена. Сейчас, конечно, я с удовольствием слушаю программы «Радио России». Очень серьезно разговорное радио. И вот свое национальное радио, в общем-то, мы строим по тому же принципу. То есть не просто там музыкально-развлекательное, да, а в первую очередь радио, которое говорит со слушателем, разговорное радио. На сегодняшний день Национальное радио – это более 10 часов прямого эфира в сутки, десятки звонков и СМС из разных регионов страны. Наши коллеги ежедневно готовят материалы, насыщают эфиры интересными программами. Погода, новости всего мира, политика, экономика, культура, религия и спорт. Ну и, конечно же, музыка на любой вкус. Национальное радио регулярно расширяет собственный контент, чтобы у слушателей был выбор. Мы сейчас работаем над тем, чтобы в эфире радио присутствовали программы для всех категорий слушателей. То есть, чтобы там были и молодежные программы, в
первую очередь молодежные. Потом, конечно, нужно на радио здесь заводить нам и детские программы. На телевидении они есть, надо, чтобы и на радио вообще они появлялись. Беседует с гостями эфира и его слушателями ведущая утреннего интерактива Марина Кадзоева. Девушка всего 1,5 года на радио, но уже успела влиться в коллектив и завоевать любовь слушателей. Об этом свидетельствуют многочисленные звонки в студию. Перед каждым эфиром все равно мы переживаем, волнуемся, потому что все-таки это прямой эфир, каждое сказанное слово, мы отвечаем, да, за каждое сказанное слово, тут нужно очень сдерживать себя, постоянно думать, чтобы слова не опережали мысли. Это самое главное для радиоведущего. Звукорежиссер, редактор, ведущие. Каждый выход в эфир – это командная работа, направленная на то, чтобы зарядить своих слушателей бодрым настроением. В прямом эфире можно поздравить или передать привет своим друзьям, послушать любимую музыку, ну и обсудить самые актуальные в нашей республике темы. Задача ведущих – задать тон, а уже активные слушатели быстро подхватывают и раскручивают любую тему. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.